Так. Добрый вечер всем, кто присутствует уже. Ну, видимо, уже 7:30, и, наверное, можно начинать. Я так думаю, что остальные, может быть, в рабочем порядке тогда присоединятся. Пожалуйста, в чате отметьте все-таки, как звук, как меня слышно. Меня слышно? То, что меня видно, наверное, меня видно. Ага, хорошо. Все, отлично. Тогда мы, наверное, чтобы много времени не затягивать, мы, наверное, начнем в пределах часа. Итак, уважаемые коллеги, уважаемые участники вебинара, добрый вечер еще раз. Продолжаем наш цикл мероприятий, или, если так можно сказать, вебинаров, семинаров. Ну, надеюсь, что это будут различные мероприятия, не только будет у экрана в качестве вебинара как бы проходить мероприятие, посвященный функциональной математической грамотности. И как тему отметила наша кафедра математика, математическая грамотность, что должен знать и что должен уметь учитель, что должен делать учитель. Ну, наверное, думаю, что сегодняшний материал должен соответствовать как раз этим вопросам. Так. Итак, значит, ну, несколько, наверное, повторюсь буквально, то есть как бы мы вспомним, о чем мы говорили на прошлом нашем занятии, на прошлом нашем вебинаре, и перейдем, ну, немножечко расширю, что ли, круг вопросов, то есть не к другим абсолютно, конечно же, и не к решению задач, потому как на прошлом вебинаре было сказано, что смысла-то нету прорешивать эти задачки простые для 5 класса, допустим. Вот. Ну, итак, в новых обстоятельствах, так, сейчас я привыкну, просто как это опять у меня должна перекручиваться презентация. В новых обстоятельствах процесс обучения выпускников в школе должен быть ориентирован на развитие компетентностей, способствующих реализации концепции образования через всю жизнь. Ну и как тоже уже отмечалось, в международных исследованиях ПИЗа термин «функциональная математическая грамотность» означает способность учащегося использовать математические знания, приобретенные им за время обучения в школе, для решения разнообразных задач межпредметного и практикоориентированного содержания для дальнейшего обучения и успешной социализации в обществе. То есть понятие «функциональная грамотность» предполагает владение умениями выявлять проблемы, возникающие в окружающем мире, решаемые посредством математических знаний, решать эти проблемы, используя математические знания и методы, обосновывать принятые решения путем математических суждений, анализировать использованные методы решения и интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной задачи. А значит, мы выделяем 3 составляющие математической грамотности. Это умение находить и отбирать информацию, производить арифметические действия и применять их для решения конкретных задач, интерпретировать, оценивать и анализировать данные. И, то есть обучающиеся должны уметь решать любые поставленные перед ним задачи. И в зависимости от того, какой сложности данное задание, выделяют 3 уровня математической компетентности. Так, сейчас, минуточку. 3 уровня математической компетентности. Это уровень воспроизведения, уровень установления связи и уровень рассуждений. На уровне воспроизведения ученик научится применять в знакомой ситуации известные факты, применять в знакомой ситуации стандартные приемы, распознавать математические объекты, свойства, выполнять стандартные процедуры, применять известные алгоритмы и технические навыки, работать со стандартными, знакомыми выражениями и формулами, выполнять различные вычисления,
точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры. То есть ученик получит возможность научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку контролировать вычисления, применять подходящий для ситуации способ. На уровне установления связей ученик научится решать задачи, хотя и не явно типичными, которые являются, но все же знакомы обучающимся или выходят за рамки известного лишь в малой степени, устанавливать связи между разными представленными ситуациями, описанной в задаче, устанавливать связь между данными в условии задачи, отбирать материал нужного раздела математики для решения данной задачи, использовать таблицы, изображения. Здесь преобразование текста идет, использование новых форм представления информации, формул, графиков, диаграмм, переход от одного представления данных к другому, интерпретация текста, сравнивать и противопоставлять заключенную в тексте информацию разного характера. То есть ученик... Так, извиняюсь, что-то у меня немножко... То есть ученик получит возможность научиться овладевать методами решения задач на вычисление и доказательства, приобретать опыт применения алгебраического аппарата и приобретает опыт исследования, например, исследования свойств планиметрических фигур. На уровне рассуждений ученик научится анализировать, извлекать необходимую информацию, точно, грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики. Проводить классификацию, логическое обоснование, доказательства математических рассуждений, моделировать реальные ситуации на языке математики, исследовать построенные модели, интерпретировать результат, применять интуицию, размышления и творчество в выборе математического аргументария. Интегрировать знания из разных разделов курса математики, самостоятельно разрабатывать алгоритмы действий, находить закономерности, проводить обобщение и обоснование полученных результатов на основе имеющихся знаний, жизненного опыта, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробел в информации и находить пути восполнения этих пробелов. Таким образом, ученик здесь получает возможность научиться критически относиться к различной информации, находить способы проверки противоречивой информации, определять достоверную информацию в случае наличия противоречия или конфликтной ситуации. Ну, так как функциональная математическая грамотность, ее формирование и развитие все же сводятся не только к рассмотрению, к составлению, к решению, ну, то есть я имею в виду задачам сейчас, да, то есть предложению задач для учащихся, задач ситуационных, каких-то контекстных, не только к этому, как многие думают и как бы считают, что это опять какая-то нагрузка на учителя, соответственно, ложится в том, что непонятно, откуда их брать, выдумывать или какие-то готовые брать, и что, и зачем, и как. Вот. Но все же развитию, формированию функциональной математической грамотности способствует вообще как бы весь процесс обучения, процесс образования, урок полностью, да, то есть поэтому очень важно, как предлагается материал на уроке. Поэтому я хотела остановиться на приемах формирования математической грамотности и, конечно, остановиться на тех самых инновационных деятельностных технологиях, которые желательно, которые применять на уроках, которые способствуют как раз развитию. Это всем хорошо знакомые технологии критического мышления, технология проблемного обучения, проектная технология, игровая технология, информационно-коммуникационная технология, личностно-ориентированная технология. Ну, например, так, если чуть поподробнее, использование технологий критического мышления, оно очень эффективно на уроках математики, прежде всего. Оно развивает умение работать с информацией, логически мыслить, решать проблемы, аргументировать свое мнение, самообучаться, сотрудничать, работать в группе,
Учитель и ученик меняются ролями. Главная роль здесь принадлежит ученику, а учитель является лишь консультантом, помощником. Данная технология предполагает использование на уроке 3 этапов. Первый этап – это вызов, на котором ребенок ставит перед собой вопрос: что я знаю по данной проблеме. Второй этап – осмысление, то есть ответы на вопросы, которые сам поставил перед собой на первой стадии. Что хочу знать. И третий этап – это рефлексия, предполагающая размышление и обобщение того, что узнал на уроке по данной проблеме. Успешность проблемного обучения обеспечивается совместными усилиями преподавателя и обучаемых. Основной дидактический прием здесь – это, конечно, создание проблемной ситуации, имеющей форму познавательной задачи. Познавательные задачи должны быть доступны по своей трудности. Учитывать познавательные возможности обучаемых, находиться в русле изучаемого предмета и быть значимыми для усвоения нового материала. Функции обучающихся не просто переработать информацию, а активно включиться в открытие неизвестного для себя знания. И основная задача педагога здесь не только передать информацию, сколько приобщить учащихся к объективным противоречиям развития научного знания и способам их разрешения. В сотрудничестве с преподавателем учащиеся открывают для себя новые знания, постигают теоретические особенности отдельных предметов. Эффективными проблемными методами являются диалогические методы. Это побуждающие и подводящие диалоги. Проектная технология – это совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы и способы деятельности, направленные на достижение результата, то есть создание какого-либо проекта. Данная технология развивает у школьников умение самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в информационном пространстве, проявлять компетенцию в вопросах, связанных с темой проекта, развивать критическое мышление. Целью проектной деятельности является создание творческого продукта, который позволяет решить ряд задач, то есть расширить систему образов и представлений, развить познавательные навыки, навыков презентации и рефлексии деятельности. Роль учителя – это роль куратора, советника, наставника, но не исполнителя. Цель проектного обучения – овладеть общими умениями и навыками в процессе творческой самостоятельной работы, а также развить и социальное сознание. Игровая технология. Использование на уроках игровой технологии обеспечивает достижение единства эмоционального и рационального обучения. Здесь происходит получение и обмен информацией, формируются навыки общения и взаимодействия. Включение в урок игровых моментов делает обучение более интересным, создает у учащихся хорошее настроение, облегчает процесс преодоления трудностей в обучении. Их можно использовать на разных этапах урока. С целью активизации знаний, развития познавательного интереса и творческой активности в начале урока эффективно использовать, например, такие приемы, как загадки, ребусы, кроссворды, также при закреплении изучаемого материала. Игра – это частица детской жизни. В игре ребенок действует не по принуждению, а по внутреннему побуждению. Цель игры – сделать напряженный, серьезный труд занимательным и интересным для учащихся. Компьютерные технологии здесь создают большие возможности активизации познавательной деятельности. Информационные технологии помогают отправиться в различные путешествия, в которых ученики превращаются в пытливых искателей знаний. Работа с компьютером вызывает у детей повышенный интерес и усиливает мотивацию обучения. Использование компьютерных технологий создает возможность доступа к современной, свежей информации, осуществления диалога с источником знаний, к новой форме оценки знаний. В рамках работы по формированию математической грамотности информационно-коммуникационная технология особенно актуальна. Это прежде всего работа с разными источниками информации. Важным преимуществом технологии здесь является наглядность, так как большая доля информации для детей школьного возраста усваивается с помощью зрительной памяти, и воздействие на нее
И это очень важно в обучении. Наиболее популярным здесь является использование возможностей, конечно, прежде всего презентации, мультимедийных презентаций, но здесь следует отметить, что важно презентациями не увлекаться, так как это как бы слишком... То есть важно помнить, что презентация – это все-таки не самоцель, а это средство наглядности, и она должна выделять основные моменты темы при необходимости, а не заполнять полностью всю работу на уроке. На личностно-ориентированном уроке создается учебная ситуация, когда не только излагаются знания, но и раскрываются, формируются и реализуются личностные особенности учащихся. Здесь важно создать эмоционально положительный настрой учащихся на работу. Какие особенности этой технологии? Это особенности. Это продумывание учителем возможностей для самостоятельного проявления учеников, предоставление им возможности задавать вопросы, высказывать оригинальные идеи и гипотезы. Это организация обмена мыслями, мнениями, оценками, стимулирование учащихся к дополнению и анализу ответов товарищей. Это стремление к созданию ситуации успеха для каждого обучаемого, побуждение учащихся к поиску альтернативной информации при подготовке к уроку. И один из приемов работы – это вариативные домашние задания, что дает возможность каждому ученику проявить себя, свои сильные стороны, тем самым делая более позитивным отношение ребят к обучению в школе. Развивать математическую грамотность надо постепенно. Включать в ход урока задания на... Включать в ход урока задания на изменение и зависимости, пространство и форма, неопределенность, количественные рассуждения, то есть это основные темы. Эти задания можно использовать по усмотрению учителя. Например, как игровой момент на уроке, как проблемный элемент в начале урока, как задание толчок к созданию гипотезы для исследовательского проекта, как задание для смены деятельности на уроке, как модель реальной жизненной ситуации, иллюстрирующей необходимость изучения какого-либо понятия на уроке, как задание, устанавливающее межпредметные связи в процессе обучения. Некоторые задания заставят сформулировать свою точку зрения и найти аргументы для ее защиты. Можно собрать задание одного типа и провести урок в соответствии с какой-то образовательной технологией. Можно все задачи объединить в группы и создать свой элективный курс по развитию математического мышления. Задания такого типа можно включать и в школьные олимпиады, и математические викторины. Для выполнения заданий требуется относительно небольшой объем знаний и умений, которые необходимы для математически грамотного современного человека. На слайде можно прочитать, что относится, какие знания и умения. Это пространственные представления, пространственное воображение, свойства пространственных фигур, умение читать и интерпретировать количественную информацию, представленную в различной форме, умение работать с формулами, знаковые и числовые последовательности, нахождение периметра и площадей нестандартных фигур, действия с процентами, использование масштаба, использование статистических показателей для характеристики реальных явлений и процессов и умение выполнять действия с различными единицами измерения. То есть это действительно сказано, что небольшой объем знаний и умений необходим для того, чтобы развивать математическую грамотность. То есть это основные аспекты, основные темы, основные акценты. Обучающиеся часто задаются вопросами: зачем им математика? Как она пригодится им в дальнейшем? Как знания формул и теорем помогут и в повседневной жизни? Ответить на эти вопросы, а также показать ученикам связь математики с их будущей профессией, изменить их эмоционально-чувственное отношение к предмету,
позволяют задачи прикладного характера прежде всего. Каждый из нас не раз уже сталкивался, наверное, с тем фактом, что чистые задачи по математике выполняются успешнее, чем задания, как раз чем задачи прикладного характера, то есть задания, содержащие описание какой-то реальной ситуации, то есть ситуационные или контекстные задачи. Наличие текста негативно сказывается на выполнении математической задачи. Чем это объясняется? Это объясняется тем, что математические тексты имеют свои специфики. Математические тексты написаны с помощью специальной символики. Для этих текстов характерна абстрактность освещаемых вопросов, лаконичность изложения, логическое построение, использование символов, формул выражений, наличие чертежей, графиков, позволяющих перевести абстрактные понятия на язык образов и помочь читателю вскрыть существенные связи между рассматриваемыми объектами. Вторая особенность – то, что в тексте учебника встречаются ссылки на уже известный материал. И если ученик с этим материалом не знаком или забыл, он не всегда может восстановить этот пробел самостоятельно. И третья особенность – то, что математические тексты кратко изложены, что влечет необходимость интенсивной мыслительной деятельности при его чтении. Строгое логическое построение текста, доказательность рассуждений, определенная последовательность утверждений, наличие логических связок – все это требует напряжения мысли и сосредоточения. Так, ну и о том, что на уроках, ну вот кроме, то есть применяя различные инновационные технологии, приемы, методы, значит, хотела остановиться на том, что можно использовать, кроме этого, различные дидактические игры на уроках математики по формированию именно читательской грамотности учащихся, так как по предыдущим слайдам хотелось показать, что, наверное, нет смысла говорить о развитии одного какого-то направления грамотности. То есть у нас основных 3 направления выделяются. Это читательская грамотность, математическая грамотность и, естественно, научная грамотность. Но вообще их существует около 7 направлений. И, конечно, как бы развивая, говоря об одном каком-то направлении, волей-неволей как бы сталкиваешься с тем, что здесь все перемешано. И вот, то есть формирование именно, то есть дидактические игры могут как бы способствовать формированию читательской грамотности на уроках математики. Формированию читательской грамотности учащихся на уроках математики. Так, ну вот здесь вот несколько приемов. Ну, о некоторых приемах как бы было уже сказано на том вебинаре. Так, наиболее широкое применение в современной школе получила технология развития критического мышления, включающая в себя основы смыслового чтения. Систематическая и планомерная работа по формированию умений работы с текстом учебника включает разнообразные аспекты, пополняясь ими в разных возрастных группах. Формирование навыков самостоятельной работы с книгой требует работы с учебником и на этапе закрепления пройденного материала и при изучении нового. Так, например, работа над чтением текста в 5-6 классах может быть организована с помощью различных дидактических игр. Например, в начале урока можно предложить игру «Банк идей» или гипотез, куда ученики складывают свои мысли о том, что будет сегодня на уроке изучаться. Этот прием научит учеников выдвигать гипотезы исследований и определять, доказаны они или опровергнуты, что очень важно для формирования навыков научно-исследовательской деятельности учащихся при работе с литературой. Второй прием или второй вид игры, можно сказать, это верные или неверные утверждения, или верите ли вы. Это может быть началом урока, когда учащиеся, выбирая верные утверждения из предложенных учителем, описывают заданную тему.
После знакомства с основной информацией, то есть это может быть текст параграфа, лекция по данной теме, мы возвращаемся к данным утверждениям и просим детей оценить их достоверность, используя полученную на уроке информацию. Вот это целесообразно как бы использовать, когда более младшие классы, это 5-6. Продолжая работу с учащимися 7-8 классов, в состав урока следует включать следующие приемы. Например, кластер. Кластер – это объединение нескольких однородных элементов, которое может рассматриваться как самостоятельная единица, обладающая определенными свойствами. В методике кластер – это карта понятий, которая позволяет ученикам свободно размышлять над какой-либо темой, дает возможность оценить свои знания, представления об изучаемом объекте, помогает развивать память. Можно выделить этапы работы при составлении кластера. Первый этап – это посередине чистого листа или классной доски пишется ключевое слово или словосочетание, которое является сердцем идеи или темы. Второй этап. Учащиеся записывают все то, что вспомнилось им по поводу данной темы. В результате вокруг разбрасываются слова или словосочетания, выражающие идеи, факты, образы, подходящие для данной темы. Записывается все, что называют учащиеся, и ничего не отсеивается. Третий этап – это он осуществляется как бы своего рода систематизация. После чтения учебника, объяснения учителя, учащиеся начинают анализировать и систематизировать изученный материал. Хаотичные записи слов ассоциаций объединяются в группы, в зависимости от того, какую сторону содержания отражает то или иное записанное понятие, факт. Ненужное, ошибочное зачеркивается. Четвертый этап. По мере записи появившиеся слова соединяются прямыми линиями с ключевым понятием. У каждого из спутников, в свою очередь, тоже появляются спутники. Устанавливаются новые логические связи. В итоге получается структура, которая графически отображает наши размышления, определяет информационное поле данной темы. Еще один методический прием, который можно использовать в данной возрастной группе, это инсерт. Технически он достаточно прост. Учащихся надо познакомить с рядом маркировочных знаков и предложить им по мере чтения ставить их карандашом на полях специально подобранного и распечатанного текста. Помечать следует отдельные абзацы или предложения в тексте. Пометки могут быть следующими. Ну, вот здесь на слайде можно посмотреть, почитать. То есть вообще каждый может сам свои какие-то отметки ввести. Вот. Это действительно будет способствовать более осмысленной работе с информацией. Для учащихся наиболее приемлемым вариантом завершения данной работы с текстом является устное обсуждение или заполнение таблицы. Обычно школьники без труда отмечают, что известное им встретилось в прочитанном тексте, сообщают, что нового и неожиданного для себя не узнали. При этом важно, чтобы ученики прямо зачитывали текст, ссылаясь на него. Ну, также были на предыдущем слайде, сейчас вот еще отмечены некоторые приемы, такие как Синквейн, всем хорошо знакомы. Это стихотворение из 5 строк, которое строится по правилам. Первая строка – тема или предмет, то есть это одно существительное. Вторая строка – это описание предмета, например, 2 прилагательных. Третья строка – описание действия, 3 глагола. Четвертая строка – фраза из 4 слов, выражающая отношение к предмету. Пятая строка – синоним, обобщающий или расширяющий смысл темы или предмета. Синквейн дает возможность систематизировать полученную информацию, изложить сложные идеи. На первых этапах Синквейн можно составлять в группах, потом в паре и затем индивидуально. Смысл Синквейна можно изобразить рисунком. Учащиеся могут составлять Синквейн на уроке или дома. Приемы в работе с учащимися 9 и 10 классов. Это может быть прием такой: план или конспект прочитанного. Проработав доказательства теоремы, учитель может выдать каждому ученику карточку, на которой доказательства этой теоремы представлено в виде таблицы, состоящей из 2 колонок.
одна из которых содержит утверждения, другая их обоснование, а также имеются пропуски в той или иной колонке. Такие карточки можно делать дифференцированными, изменив количество пропусков. Учащимся необходимо заполнить пустые места в доказательстве. Учащимся можно предложить работу с этой таблицей с использованием учебника также. После изучения на уроке темы дается задание составить по материалу учебника контрольные вопросы. Каждый пишет свои вопросы на листочках, которые прикрепляются, и то есть получается такой прием, как дерево знаний. В начале следующего урока еще раз прочитывается текст учебника, после чего с дерева знаний снимаются листочки. Вопросы зачитываются, учащиеся отвечают на них. Такая работа развивает самостоятельность мышления, речевые умения и снижает утомляемость. Ну, еще одним приемом является составление маркировочной таблицы «Знаю, хочу, умею», которая является вариацией вышеописанного метода insert, чем-то похоже на это. Одной из возможных форм контроля эффективности чтения с пометками является составление как раз маркировочной таблицы, то есть в одном столбике, например, что мы знаем, в другом столбике, что мы хотим узнать, и третий столбик, что мы узнали. Так, вкратце как бы вот о приемах таких. Так, ну здесь вот, да, еще раз на слайде я отметила, что приоритет оценивания функциональной грамотности школьников по 3 направлениям определяется, оценивается это читательское, математическое и, естественно, научное. Но на самом деле все переплелось. Так. На прошлом занятии, на прошлом вебинаре также отмечалось вскользь 6 уровней сформированности математической грамотности. И здесь я решила как бы уже поподробнее, что ли, остановиться. Так. Значит, 6 уровней математической грамотности. На каждом слайде будет описан коротко каждый уровень, и предлагается задача. Я некоторые буду зачитывать, некоторые могу не зачитывать. У вас презентация будет в доступе, можно спокойно познакомиться с примером данной задачи по данному уровню. Значит, что же это за уровни? Первый уровень – это когда учащиеся способны ответить на вопросы в знакомых контекстах, когда представлена вся информация необходимая и вопросы ясно сформулированы. Они способны распознать нужную информацию и выполнить стандартные процедуры в соответствии с прямыми указаниями в четко определенных ситуациях. Они могут выполнить действия, которые почти всегда очевидны и явно следуют из описания предложенной ситуации. Вот это самый низкий, самый первый уровень сформированности математической грамотности. Например, такая задача. При приготовлении теста для хлеба повар смешивает муку, воду, соль и дрожжи. После этого тесто помещают на несколько часов в какую-нибудь емкость, чтобы начался процесс брожения. При брожении в тесте происходят химические процессы. Дрожжи, это одноклеточный гриб, преобразуют крахмал и сахар, содержащиеся в муке, в углекислый газ и спирт. Вопрос. В результате брожения тесто поднимается. Почему тесто поднимается? И варианты ответов. Тесто поднимается, потому что в нем образуется спирт, который переходит в газообразное состояние. Тесто поднимается, потому что в нем размножаются одноклеточные грибы. Тесто поднимается, потому что в нем образуется углекислый газ. И тесто поднимается, потому что при брожении вода превращается в пар. Так, это первый уровень. Второй уровень, на втором уровне учащиеся могут интерпретировать уже и распознавать в контекстах такие ситуации, где требуется сделать не более чем прямой вывод. Они способны извлечь нужную информацию из единственного источника и использовать информацию, представленную в единственной форме. Учащиеся могут применять стандартные алгоритмы, здесь формулы, процедуры, соглашения или правила для решения проблем, в которых приходится иметь дело с натуральными числами.
они способны грамотно интерпретировать полученные результаты. Ну и знакомые нам задачи, практикоориентированные такие с разными схемами. Здесь план изображения домохозяйства, что где, и к нему ряд вопросов. На третьем уровне учащиеся способны выполнить четко описанные процедуры, включая и те процедуры, которые могут требовать принятия решений на каждом последующем шаге. У них достаточно здравая интерпретация, чтобы служить основой для выбора и применения простых методов решения. Эти учащиеся способны интерпретировать и использовать представления, основанные на различных информационных источниках, и проводить прямые рассуждения на этой основе. Они обычно демонстрируют некоторую способность справляться с процентами, обыкновенными и десятичными дробями, работать с пропорциональными зависимостями, и при решении показывают, что они способны проводить элементарную интерпретацию полученных результатов и рассуждений. Вот одна задача, например, выполнить эскиз оформления окна детской комнаты. На основе выполненного эскиза рассчитать количество необходимой ткани на пошив штор. Выполнить расчет расходов на оформление окна детской комнаты. В расчетах учитывать крепежные элементы. Ну и я сюда еще на следующем слайде поместила два примера задач из области географии, то есть межпредметные такие задачи. Первая задача называется «Самая протяженная пещера в мире и России». И еще одна задача «Самый крупный остров на Земле». Вот. Я накануне, когда готовилась к вебинару, решила как бы сама расширить свой кругозор в этих задачах и поискала на просторах интернета задачи, которые прежде всего межпредметные, которые связывают математику с различными предметами. И вот, значит, я для вас поместила это, сборники задач нашла, то есть некоторые, есть как раз сборник задач математика и география, оттуда вот эти две задачи взяты, и даже математика, биология и химия. Вот. Вообще достаточно много материала сейчас находится в интернете, но я пока немного вам предложила, как бы вы можете скачать, я думаю, что, потому что я их сюда вроде как должна была загрузить, вот, и познакомиться с этими сборниками, возможно, что они вам пригодятся. И, может, вы даже на основе этих задач будете свои составлять. Но можно и пользоваться и готовыми. Четвертый уровень. На четвертом уровне учащиеся способны эффективно работать с четко определенными детальными моделями сложных конкретных ситуаций, которые могут иметь определенные ограничения или требуют установления некоторых допущений. Они могут выбрать и интегрировать информацию, представленную в различной форме, включая математические символы, связывать ее напрямую с различными аспектами предложенных реальных ситуаций. Учащиеся могут использовать ограниченный диапазон своих умений и могут рассуждать, проявляя некоторую интуицию в простых ситуациях. Они могут сформулировать и изложить свои объяснения и аргументы, опираясь на свою интерпретацию, доводы и действия. Ну и вот здесь предлагается мини-проект составления меню на завтрак. Такая задача. На пятом уровне учащиеся могут создавать и работать с моделями сложных проблемных ситуаций, распознавать их ограничения и устанавливать соответствующие допущения. Они могут выбирать, сравнивать, оценивать соответствующие стратегии решения комплексных проблем, которые отвечают этим моделям. При рассмотрении предложенной ситуации эти учащиеся могут работать целенаправленно, используя хорошо развитые умения размышлять и рассуждать, адекватные и связанные между собой формы представления информации, описание с помощью символов и формального языка и интуицию, отвечающие этим ситуациям. Они начинают размышлять над выполненной ими работой и могут формулировать и излагать свою интерпретацию и рассуждения.
Вот здесь также помещен вариант задачи, уже такой более масштабный, что ли, так сказать, все-таки 5-й уровень. И на 6-м уровне учащиеся, математическая грамотность которых отвечает этому уровню, могут осмыслить, обобщить и использовать информацию, полученную ими на основе исследования и моделирования сложных проблемных ситуаций, могут использовать свои знания в нетипичных контекстах. Они могут связывать и использовать информацию из разных источников, представленную в различной форме, и свободно преобразовывать и переходить от одной формы к другой. Эти учащиеся обладают продвинутым математическим мышлением и умением проводить рассуждения. Они могут применять интуицию и понимание наряду с владением математическими символами, операциями и зависимостями для разработки новых подходов и стратегий к разрешению новых проблемных ситуаций. Учащиеся могут размышлять над своими действиями, формулировать и точно и ясно комментировать свои действия, размышления относительно своих находок, интерпретации, аргументов и объяснять, почему они были использованы в данной ситуации ими. Вот. Ну и здесь тоже в качестве задачи на этом уровне предлагается такой проект «Моя будущая квартира». Так, ну и вот здесь, значит, на следующих слайдах по классам прямо как бы предложено вкратце, как высказано, уровень, на каком уровне, в каком классе, какие образовательные результаты планируются и через какие типы задач это может происходить и какие инструменты и средства при этом могут быть использованы. Так, например, 5-й класс, уровень узнавания и понимания, это 1-й уровень. Учим воспринимать и просто объяснять информацию. Планируемые образовательные результаты – это ученик находит и извлекает информацию из различных текстов. Типовые задачи – определить вид текста, его источник, обосновать свое мнение, выделить основную мысль в тексте, резюмировать его идею, предложить или объяснить заголовок, название текста, ответить на вопросы словами текста, то есть выбрать из текста, составить вопросы по тексту, предложить предложение словами из текста, определить назначение текста, привести примеры жизненных ситуаций, в которых можно и нужно использовать данную информацию из предложенного текста. Инструменты и средства – это тексты художественные, научно-популярные, разных видов. По содержанию тексты должны быть математические, естественно, научные, финансовые, объем не более 1 страницы. Так, это на 1-м уровне. Вот. Уже на 2-м уровне, 6-й класс, это уровень понимания и применения. Учим думать и рассуждать. Планируемые образовательные результаты. Учащийся применяет информацию, извлеченную из текста, для решения разного рода проблем. Задачи следующего рода: сформулировать проблему, описанную в тексте, определить контекст, выделить информацию, которая имеет принципиальное значение для решения проблемы, отразить описанные в тексте факты и отношения между ними, например, граф, схема или кластер, это или таблица, или диаграмма, или что. Из предложенных вариантов выбрать возможные пути и способы решения проблемы, вставить пропущенную в тексте информацию из таблицы, схемы или диаграммы, привести примеры, опять-таки, жизненных ситуаций, в которых могут быть применены установленные пути и способы решения проблемы, и построение алгоритма решения проблемы по данному условию. Здесь средствами являются прежде всего задачи, проблемные, ситуационные, практикоориентированные, проблемно-познавательные, различные схемы, графики, диаграммы, кластеры, интеллект-карты.
Так, 7 класс, уровень анализа и синтеза. Учим анализировать и интерпретировать проблемы. Планируемые результаты. Учащийся анализирует и интегрирует информацию для принятия решения. Значит, здесь какого типа задания? Выделить составные части и в представленной информации. Сформулировать проблему на основе анализа представленной ситуации, определить контекст проблемной ситуации, определить область знаний, необходимую для решения данной проблемы, преобразовать информацию из одной знаковой системы в другую, составить аннотацию, рекламу, презентацию, предложить варианты решения проблемы, обосновать их результативность с помощью конкретного представленного предметного знания, привести примеры жизненных ситуаций, в которых опыт решения данных проблем может позволить быть успешным, результативным, составить алгоритм решения проблем данного класса, сделать аналитические выводы. Средствами являются тексты, задачи, ситуации, познавательные какие-то задания, также и графическая наглядность, изобразительная наглядность, различные рисунки, схемы и так далее. Для 8 класса это уровень оценки, то есть для 8 и для 9 класса это уже последний уровень, это уровень оценки, но для 8 класса пока в рамках предметного содержания, а для 9 класса в рамках метапредметного содержания. 8 класс учим оценивать и принимать решения, а в 9 классе уже учим действовать. Планируемые результаты в 8 классе принимают решения на основе оценки и интерпретации и информации. 9-классники уже оценивают информацию и принимают решения в условиях неопределенности и многозадачности. Виды заданий, виды задач, предлагаемых для 8-классников. Оценить качество представленной информации для решения личных, местных, национальных, глобальных проблем. Предложить пути и способы решения обозначенных проблем. Спрогнозировать, то есть предположить возможные последствия предложенных действий, оценить предложенные пути и способы решения проблем, выбрать и обосновывать наиболее эффективные, создать дорожную карту решения данной проблемы. Ну и здесь средствами, конечно, являются задачи, тексты, ситуации, карты, какие-то модельные, технологические и так далее. Для 9 класса задание формулирование проблемы на основе анализа ситуации, выделение граничных условий неопределенности, многозадачности указанной проблемы, предложение отобрать необходимые ресурсы для решения проблемы, выбрать эффективные пути и способы решения проблемы, обосновывать свой выбор, доказывать результативность и целесообразность выбранных способов деятельности. Здесь средством являются типичные задачи. Так, а сейчас, ага, все есть, да? Ага, ну, наверное, интернет опять мой не выдерживает, наверное, скорее всего. Не знаю, но сейчас все нормально, да? В принципе, я вот как бы что подготовила для вас материал, я попыталась сейчас немножечко поподробнее по каждому
уровню по каждой возрастной категории как бы предложить. То есть, наверное, мало смысла просто бросать какие-то определенные виды задач. Наверное, все равно лучше вот как на что опираться при составлении задач, если вы зададитесь такой идеей для своей возрастной группы, для своих учащихся, для своего уровня, как бы, с которым вы работаете, уровня мышления ребят, с которым вы работаете. Вот. Связать также сегодняшнее выступление не только с тем, что нужно задачи, потому что большинство коллег как бы именно как бы понимают то, что формирование функциональной грамотности состоит именно в том, что мы сейчас на всех уроках должны давать именно вот такие вот контекстные задачи. Но я хотела показать, что и как бы высказать свою точку зрения, что это не только контекстные задачи формируют математическую грамотность, вообще функциональную грамотность. То есть сам формат преподнесения этой информации, этих задач, даже как бы уроки, технологии, приемы какие-то, они не в меньшей степени формируют и развивают, даже если задачи у вас на этом уроке будут не ситуационные, не контекстные, допустим. Вот. Ну, в общем-то, у меня на этом выступление вот все заканчивается, презентация закончилась, все хорошо, что так все вовремя. Вот, и я вам предложила несколько сборников, я не знаю, как я могу. Если я показать экран, я не знаю, Илья Иванович, я вот загружала материалы, как бы они загрузились, то есть они в доступе, да, там несколько сборников. Ну, в любом случае, меня слышно, надеюсь? В Да, любом да, случае, ссылки я помещу, но я сейчас несколько слов тоже скажу, после того, как вы закончите, об итогах и о планах на будущее немножко. И где материалы искать. Ну, если у вас еще что-то есть? Нет, у меня все, я вот только хотела просто, думаю, стоит ли их демонстрировать, как бы там сборники, там 2 сборника, один я файл подготовила, просто сделала выборку задач, вот, и один тоже сборник «Учимся по жизни», как бы, вот. Можно, это все вот здесь в этой системе, я их, в принципе, закачала, эти материалы. Хорошо. Но вот, в любом случае ссылки будут на все материалы методические, которые мы подготовили. Коллеги, добрый вечер. Меня зовут Илья Иванович Баженов. Я возглавляю кафедру точных наук КРИРО. И вот мы вместе с Мариной Анатольевной являемся руководителями этого семинара. Я хочу сказать, что это у нас с вами в этом году 6-е заседание, имеется в виду в учебном году. И когда мы впервые с Мариной Анатольевной сели в сентябре и решили составлять какой-то план, что мы будем делать с учителями математики в рамках методического объединения, в рамках работы кафедры Института развития образования, вот это мероприятие, которое мы назвали республиканским семинаром, оно было таким вот как бы ключевым моментом. Ну, мы ставили, конечно, перед собой задачу привлечь учителей математики вот к нашим регулярным встречам и на этих регулярных встречах обмениваться опытом, делиться своим опытом, показывать какие-то разные приемы решения различных задач, какие-то методические разделы рассматривать, но и те современные направления, которые диктуют нам время и диктуют нам в том числе и политика в области образования. Значит, еще раз хочу подчеркнуть, что у нас с вами прошло на сегодняшний день 6 заседаний. И я еще раз, коллеги, хочу показать, где вы можете эти материалы все найти. Значит, вот я сейчас открою свой экран рабочий, и вы на этом экране увидите ссылочки, и я постараюсь еще раз вот этот путь вам показать. Сейчас, минутку, если плохо видно, то я открою, сделаю покрупнее. Так, вот посмотрите, адрес этого портала, это цифровая образовательная среда Республики Коми, единая система электронного обучения, edu.rcomi.ru.
И если вы заходите на этот сайт, то вы видите разделы, которые связаны с вопросами образования в нашей республике. В частности, в рамках Института образования сейчас работает ЦЕН, который называется Центром непрерывного повышения педагогического мастерства педагогов. И вот здесь специальная вкладочка посвящена работе этого центра. Если мы входим по этой вкладочке, то мы попадаем в раздел, где представлены разные кафедры, и кафедра математики, следует ожидать, она размещается во вкладке «Кафедра точных наук». Если мы сюда заходим, то есть все математические курсы, все математические семинары, мероприятия, которые проводятся, они проходят здесь. Значит, еще раз хочу показать, что если мы заходим в вкладку «Семинары», то вы здесь увидите ссылки на все мероприятия, которые мы проводим для учителей по двум направлениям. Первое – это математика, второе – это физика, и третье – это информатика. И, впрочем, если вы и преподаете, будучи учителем математики, другие дисциплины, то здесь, я думаю, что вы тоже полезные материалы можете найти и в рамках работы семинара учителей физики, и в рамках работы семинара учителей математики. Ну и если вы заходим внутрь, по этой ссылочке «Республиканский методический семинар учителей математики», то мы с вами увидим хронологии всех мероприятий, которые у нас с вами прошли. Значит, начиная с первого заседания, которое состоялось 7 октября, и сегодняшнее заседание 16 декабря. Я не хочу сказать, что мы полностью довольны, что у нас все получилось и все хорошо. Видите, количество участников у нас очень сильно колеблется. Если на первом заседании было больше 100 участников, то на предыдущих заседаниях еле достигается цифра 40, но иногда даже бывает меньше. Как сегодня, по крайней мере, 35 участников было по моему текущему спидометру, на котором я замерял количество участников. Значит, я, во-первых, хочу объявить некие каникулы рождественские и приостановить работу семинара на наши рождественские праздники. Если бы мы с вами выдержали этот режим, то следующее заседание должно было состояться 30 декабря. Я почему-то посчитал, что это не очень хорошо и не очень по-семейному будет, если мы 30 декабря вас оторвем от обязанностей по подготовке новогоднего стола, встречи гостей, и так далее. Поэтому я своей волей объявляю рождественские каникулы, и я думаю, что мы обязательно встретимся в следующей серии наших заседаний. Это уже будет в новом 2022 году, в январе месяце. Это первое. Второе, на чем хотел бы остановиться. Я, конечно, не знаю, что, собственно, будет происходить в будущем году, но есть вещи, которые, наверное, можно просто прогнозировать, как мы с вами математики, по сути дела, достаточно просто некий тренд, некоторую перспективу построить на будущее. Прежде всего, следующий год нас ожидают два важных мероприятия. Первое мероприятие – это исследование, которое будет проходить в рамках международной программы ПИЗа. И это мероприятие нас ждет в апреле месяце. Я думаю, что в марте месяце по жеребьевке, которая будет проведена где-то в центре у нас, мы узнаем образовательные учреждения, которые вступят в режим эксперимента. И мы узнаем, какие школы будут проходить тестирование в рамках исследований ПИЗа. И поэтому, как бы вы ни относились к этому мероприятию, мы с вами будем, не просто вынуждены, мы будем обязаны, на это внимание уделить. То есть я прошу еще раз посмотреть, может быть, материалы, банки заданий, попробовать с ребятами порешать эти задания. Можете попробовать в рамках тех классификаций и советов, которые вы получили на последних двух заседаниях семинаров, на больше внимания уделить этому. Это не надо делать, как Мария Анатольевна сказала, на каждом уроке, но в любом случае вы можете какие-то элементы всегда
использовать и на уроках, и при выполнении самостоятельной работы нашими детьми. Второе направление, которое тоже будет неизбежно на нас влиять, и каким-то образом мы должны были на это внимание обращать, это то, что с 2022 года у нас вступает в действие новые федеральные государственные образовательные стандарты общего обязательного образования. То есть это 7-9 класс. Я не видел пока проекты ФГОС средней школы, но если вы открывали материалы по ФГОС общего образования, то в 7-9 классе есть некоторые изменения, в частности, ну, я не знаю, насколько они существенны, может быть, в каких-то рабочих программах эти элементы уже присутствовали. Если у нас в 5-6 классе курс так и называется просто математика, то в 7-9 классе у нас с вами происходит разбивка, и как бы вот тематическая область математика разбивается на 3 самостоятельных курса. Курс алгебры, курс геометрии и курс вероятности и статистики. И вот судя по тем как бы тестированиям, измерениям, которые производились в частности с педагогическими кадрами в нашей республике, мы видим, что у нас не совсем все благоприятно вот с последним разделом, с вероятностью и статистикой. Но я знаю, что в педагогических институтах раньше эта тема затрагивалась или совсем мало, или совсем не затрагивалась, то есть те учителя, которые заканчивали педагогический институт, но в классических университетах, конечно, это отдельный самостоятельный курс, и прежде чем его преподавать, конечно, нужно иметь принципиальные, ну, хорошие такие фундаментальные знания в этом направлении. Что такое вероятность, как она получается, откуда задачи появляются, ну и основные принципы вот этой науки. И в рамках деятельности вот нашей кафедры точных наук, мы планируем этому внимание тоже уделить. То есть, еще раз, вопросы функциональной грамотности, так или иначе, у нас с вами будут в разного рода мероприятиях присутствовать. Возможно, мы еще продолжим эту серию и на семинарах. Курс «Вопросы, связанные с теорией вероятности». И, конечно, у нас есть много других проблем и разделов, на которые можно уделить внимание. Ну, например, мы можем рассмотреть какие-то решения задач, связанных с неаудиторной деятельностью, задачи нестандартные, олимпиадного характера, ну, какие-то темы, скажем, для 5-6 классов, как организовать кружковую работу, как подбирать задания, какие темы желательно использовать и так далее. Мы можем остановиться для учителей, которые работают в старших классах, на разного рода приемах решения задач. Ну, скажем, я готов рассказать, как решаются красиво задачи с модулями, как решаются задачи с иррациональные уравнения и неравенства, как решаются задачи, там, скажем, на темы, посвященные решению рациональных неравенств, то есть неравенств, в которых присутствуют рациональные дроби, представленные в виде многочленов, начиная от проблем, кончая современными разделами и современными приемами и состоянием вот этого направления науки. Значит, еще раз, если подводить какие-то итоги, то я хочу сказать, что семинар, по крайней мере, состоялся. Мы имеем некий опыт 6 заседаний. Надеемся, что мы найдем поддержку учителей. Пусть это будет небольшое количество, но тех людей, которые заинтересованы и систематически заходят к нам, может быть, используют материалы не в режиме онлайн, а зайдя уже вот в хронику наших мероприятий, зайдя на сайт, который я сейчас показал. И еще хочу об одной вещи сказать. Система повышения квалификации, начиная со следующего года, будет сильно изменена, и она достаточно сильно централизована. Значит, каждый учитель математики через некоторое время
будет иметь свою личную площадку, свой личный кабинет. Этот личный кабинет будет на таком же федеральном уровне и иметь, ну, как мы, допустим, сейчас госуслугами пользуемся. В перспективе планируется, что каждый учитель, каждый преподаватель имеет вот такой личный кабинет, в котором фиксируются все его результаты. И участие в мероприятиях по повышению квалификации, оценка его компетенций в разных системах измерительных и так далее. То есть сейчас происходит вот такое централизованное внедрение вот мероприятий, которые посвящены нашей деятельности преподавательской. Это относится не только к преподавателям школ, учителям школ, но и к преподавателям вузовским. И к этому нужно быть готовым. И уже начиная со начала следующего года, с января, некоторые учителя, если, может быть, даже те, которые сейчас присутствуют на нашем семинаре, получат для себя приглашение в индивидуальные образовательные маршруты. То есть это будет некоторая электронная оболочка, в которой учителя будут приглашены, и для них будет предложен спектр вот таких мероприятий, которые следует пройти в течение учебного года, либо одного семестра, либо учебного года. Значит, вести каждого учителя будет специальный человек, который называется тьютором, и фиксировать вот результаты прохождения этих мероприятий, они будут вместе с этим тьютором. Тьютор будет советовать, что лучше, в какой последовательности эти мероприятия выполнить. А участники индивидуальных образовательных маршрутов, в том числе учителя математики, ну, будут в рамках предложенного маршрута вот каким-то образом по этим контрольным точкам проходить. Ну, вот, пожалуй, все, что я хотел сказать по поводу планов на будущее. Надеюсь на сотрудничество. И, конечно, хотелось бы какие-то отзывы получить. Но я не заготовил какой-то специальной платформы, куда можно отзывы отсылать. Но я думаю, что если мы будем продолжать работу, то у нас обязательно появится какой-то портфель заявок. И мы надеемся, что мы будем не только с Марией Анатольевной выступать, но и будут выступать учителя из других регионов, из других городов, из других сел и школ нашей республики. Что было бы очень желательно и очень бы приветствовалось. Ну и не забывайте, что поскольку статус нашего мероприятия – это республиканский семинар учителей математики, то, естественно, вы будете иметь некие сопроводительные документы, если будете принимать участие в активной форме, то есть это будет некий документ, который, возможно, будет играть какую-то роль при прохождения аттестационных мероприятий, которые вы периодически выдерживаете. Ну и в заключение я хотел бы поздравить всех с наступающим Новым годом, еще раз объявить рождественские каникулы в нашем семинаре, пожелать вам прежде всего крепкого здоровья, не болеть, ну и терпения, и всего-всего самого доброго, личного счастья, любви, ну и хороших учеников, благополучия во всем, в семье, в жизни вашей, ну и, естественно, успехов в вашей работе. Большое всем спасибо. Спасибо. Спасибо, с наступающим. До свидания.